Вас приветствует Алексей Фортибор, ученик 7 класса городской классической гимназии города Якутска. Позвольте представить вам проектную работу создания ювенального кодекса. Проект направлен на решение проблемы низкой правовой культуры детей, которые прежде всего должны знать свои детские права и обязанности. Взрослые всего мира позаботились о наличии множества законов, но написаны они сложно и непонятно. Цель работы – создание единого кодифицированного сборника законов разных уровней на доступном для детей языке. Для достижения этой цели поставлены задачи выявить уровень знаний школьников в области ювенального права, изучить законодательство, создать в бумажном варианте сборник и провести с помощью его обучение школьников. Из методов стоит обратить внимание на сбор информации, ее обработку и систематизацию, а также на анкетирование и анализ. Вначале проведено экспериментальное анкетирование детей разных возрастов, которое показало крайне низкий уровень знаний ребят в исследуемой области, минимальный перечень прав, скудные сведения об обязанностях и отсутствие информации об ответственности. Вот неутешительные итоги анкетирования. В Российской Федерации эта проблема частично решается с помощью издания брошюр, буклетов, отдельных тематических пособий. Мы предлагаем решить проблему с помощью единого сборника. Для авторов это третье издание кодекса. Первый кодекс о правах и обязанностях детей был создан в 2013 году, второй в 2020, дополнен нормами ответственности детей. Настоящее издание более полное и систематизированное. Кодекс содержит нормы законов разных уровней, от международного до местного, о правах, обязанностях и ответственности детей. При этом нормы строго систематизированы в отдельные главы по отраслям права: гражданское, семейное, трудовое, уголовное, административное и прочее. Отдельные главы посвящены детям-сиротам, безнадзорным, а также детям, совершивших преступления и правонарушения. У них тоже есть права. Кодекс содержит авторские выводы, сформулированные в виде статей. Вместе с тем, читатель, видя подобную законодательную подборку в одном месте, может прийти к иным умозаключениям, отличных от авторских, что способствует творческому подходу подростков к вопросам изучения права. В качестве приложения разработана памятка помощи, содержащая необходимые сведения об организациях, осуществляющих защиту детей. Кроме того, кодекс сделан таким образом, что его страницы легко можно заменить иными, содержащими актуальную информацию. Ведь, как известно, законодательство постоянно изменяется и дополняется. Новый формат кодекса позволит вносить эти изменения, не переставая кодекс заново. Для кодекса потребовались бумага, компьютер для набора текста и услуги типографии. Себестоимость книги стала 1250 рублей. Затем проведено обучение детей с помощью созданного кодекса. Вначале презентовался кодекс, доносились цель и идеи его создания. После презентации дети читали сборник, обсуждали его и задавали вопросы. После обучения ребята прошли контрольное анкетирование, показавшее более высокий уровень знаний ребят в исследуемой области. Расширился перечень называемых прав, дети стали правильно понимать свои обязанности, установленные законом, различать виды ответственности. Таким образом, планируемый результат достиг. Возможно повысить правовую культуру детей посредством изучения единого сборника законов на доступном для них языке. Доступ ребят к работе можно обеспечить через школьные и городские библиотеки. В перспективе этот кодекс будет изменяться и дополняться. Занимательно поработать над кодексом в электронном варианте, более дешевом способе, позволяющем охватить большую аудиторию. Также исследовать пробелы и коллизии правовых норм, выявленных в ходе данной работы. Спасибо за внимание.